Республиканское унитарное предприятие «Абхазмед», расположенное в селе Кындых Ачимчирского района, было построено несколько лет назад. На его запуск возлагались большие надежды. Здесь была оборудована специальная лаборатория для анализа абхазского меда. Планировалось закупать продукцию местных производителей, а затем после сертификации и расфасовки реализовывать на внутреннем рынке и отправлять на экспорт. По мнению специалистов, это позволило бы наладить оптовые поставки меда в Россию и избежать поступления в продажу некачественной продукции. Однако сегодня предприятие не работает. Первый прием меда было произведено еще в конце 2018 года. Здесь было принято более 30, даже до 40 тонн меда. Часть меда мы сумели реализовать. Большая часть пока еще стоит у нас не реализован. У нас процесс работы, конечно, так как мы ожидали, работу осуществить не удалось. У нас возникли сложности с реализацией. Экспорт меда мы производим всегда в Россию. Россия наш ориентир. Но, к сожалению, в России тоже были проблемы последние годы. Да, вы знаете, с того момента, как начались санкции, там тоже возникли проблемы с реализацией меда. Основная проблема – это еще и ценовая политика. В составе бизнес-делегации из Пятигорска представители разных сфер деятельности – туристического сектора, предприятий по производству промышленного, сельскохозяйственного, энергетического, фасовочного оборудования, моющих и дезинфицирующих средств. Гости рассказали о своей работе, сделали взаимовыгодные предложения. Предлагаем такие услуги, как профессиональные моющие дезинфицирующие средства для мойки и дезинфекции помещений на предприятиях пищевой промышленности, мойка оборудования, емкостей на оборудованиях, нержавеющая сталь, полы, стены, оборудование к вашим услугам, к услугам не только для меда, но также и для ряда абхазских предприятий. Участники делегации посетили также предприятие «Абхазские сады» в селе Араду. Здесь представителям Пятигорской торгово-промышленной палаты рассказали о технологии производства джемов. Фрукты попадают на инспекционный стол, где уже работники выбирают неконденсационное сырье, получается гнилые или поврежденные фрукты откидывают в боковые отсеки, а именно готовые уже хорошие для переработки фрукты идут на элеватор. Абхазские сады предлагают экологически чистые и разнообразные джемы из фихуа, хурмы, киви, мандаринов, апельсинов, лимонов, инжира, винограда, кизила, вишни, алчи, сливы, персика и клубники. 5 видов джемов экспортируются в Россию. Мы вывозим нашу продукцию в Российскую Федерацию, точнее в город Москва. Компания Mistral Company. Они имеют с ними договоры, мы всю свою продукцию вывозим, они уже раскидывают по сетям, магазинам по России. Под их брендом? Да, под брендом Mistral. Представители Пятигорской торгово-промышленной палаты попробовали и оценили на вкус абхазские джемы и дали высокую оценку их качеству. Я думаю, что интерес сегодня возник, хотя мы только находимся полдня на территории Абхазии. Тем не менее, уже видно, что предприятия находят взаимопонимание, то, что они готовы сотрудничать. Например, оба предприятия, которые мы сегодня посетили, они готовы покупать наши линии по фасовке и упаковке. Эта продукция будет уникальная и совсем небольших в какой-то разовой объемах. Это позволит предприятиям не выпускать какие-то большие банки, искать своего потребителя за дорогую цену, а позволит найти покупателя, может быть, более по себестоимости, даже дорогую продукцию, но на каждого индивидуальную такую упаковочку продукцию. Это относится и к меду, и к джемам, которые мы сегодня видели. То, что касается завода, на котором мы сейчас находимся, который производит джемы, то эта продукция, мне кажется, уникальна. Делегация из Пятигорска будет находиться в Абхазии несколько дней. Планируется еще немало встреч и поездок по разным маршрутам. Целью приезда делегации является расширение сотрудничества с республикой, поиск деловых партнеров для заключения договоров на долгосрочных взаимовыгодных условиях. Бизнес-миссия будет продолжаться 3 дня. Нами была разработана программа пребывания делегации, которая включает в себя посещение производственных, туристических объектов, встречи с представителями государственных структур,
Намечена встреча с вице-премьером, министром сельского хозяйства, с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия, также проведение B2B переговоров с предпринимателями. Итоги трехдневной работы будут подведены на расширенной встрече, которая состоится 23 сентября в конференц-зале отеля «Атриум Виктория». Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.